В последнее время в Ингушетии зафиксирован рост заболевших от таких опасных инфекций, как полиомиелит и корь. В зоне риска дети. Выработка коллективного иммунитета – именно эту задачу ставят перед собой ингушские медики. А сделать это можно только при помощи вакцинации. Это, как медики-многодетная мама, хорошо знает Изаира Арчхоева. Поэтому все 5 детей привиты от полиомиелита. А сегодня 2 дочери, Сабина и Илана, получают вакцину от кори. Я всем советую. И в дальнейшем собираюсь делать прививки. А осложнения какие-то были после прививки? Нет, пока что не было. Я наоборот хочу делать прививки. Я боюсь не делать их. Я боюсь, что будут последствия у меня. На сегодняшний день родители активнее прививают детей, отмечает педиатр Амина Абдулвахидова. Помогают в этом и подворовые обходы, и личные беседы с мамами. Благодаря этому больше 90% детей в Нестеровском уже привиты от полиомиелита в рамках 2-туровой иммунизации. У нас по Нестеровской подлежало 2615 детей. И по итогам первого тура у нас привито 1820 детей. По итогам второго тура у нас привито 91%. Но, к сожалению, для коллективного иммунитета нам необходимо набрать цифру 95%. Вакцинировать детей на собственном примере призывают и сами врачи. У Амины Абдулвахидовой их 5. Вакцину от полиовируса в этот раз делали и близняшкам Маки и Мадине. Лозовый прививка сейчас. Лозовец. Сак лозовец? Прививка ж в диез хатун. Санюш прививка ж. Ты можешь углаться. Основной мишенью полиовируса является спинной мозг, отвечающий за двигательную способность человека. Полиомиелит приводит к таким последствиям, как поражение головного мозга, нарушение дыхания и деформация конечностей. Дети очень сложно переносят все это. И, к сожалению, от полиомиелита только вакцинация помогает. На этих детей на сегодняшний день очень страшно смотреть. Потому что мы знаем, как медики, что им больше никакие массажи, никакие медикаментозные лечения им не поможет. Не менее опасный недуг как для детского, так и взрослого организма – корь. Вакцинация от этой инфекции в Нестеровской участковой больнице подлежат более 900 детей. По кори началась подчищающая иммунизация. По подчищающей у нас в Нестеровске подлежат 933 детей. Но на корь, как я замечаю, идут намного лучше прививаться, чем от полиомиелита. Потому что у нас есть еще и осложнения, это, то есть отиты, пневмонии лежат дети в ДРКБ. Поэтому, видя эту всю картину, они как-то лучше идут на вакцинацию. Чтобы полностью сформировать иммунитет у ребенка, который защитит его от различных инфекций, вакцинировать его нужно согласно календарю прививок. Того же принципа придерживается и Асия Тваргиева. Все прививки детям она делает своевременно. Вакцину от пневмонии совсем скоро получит и малышка Алия. 3 детей, 2 привиты. Я тоже через неделю хочу сделать все прививки. А вот почему решили вот своим детям прививки делать? Я считаю, что нужно защитить детей от всех болезней. Несмотря на 90% привитых, в Нестеровской участковой больнице надеются уже в рамках проведения 3-го тура дополнительной иммунизации охватить оставшихся невакцинированных. Он пройдет с 17 по 30 июля. Дана Плива, Хамзат Халухоев. Новости 24.